Есть риск повторения беспорядков, подобных Бирюлевским, считает глава ФМС Рамадановский, и это накануне мусульманского праздника Курбан-Байрам. Сегодня в этом районе столицы тревожно, но тихо. Покровскую овощебазу, разгромленную в воскресенье, пока закрывают на 5 дней. Против руководства возбуждены уголовные дела. Начинается новая волна антимигрантской кампании. Московская прокуратура проверит госслужащих в Бирюлеве. Ведомство намерено выяснить, как органы власти реагировали на обращение граждан о нелегальных мигрантах. Накануне в западном Бирюлеве народный исход после убийства местного жителя Егора Щербакова перерос в погромы. Были ранены 6 полицейских, задержаны более 70 человек. Сегодня 10 из них суд оштрафовал на 3000 рублей. В западном Бирюлеве находится наш корреспондент Полина Ермолаева. Полина, здравствуйте. Мы видим на заднем плане много людей. Что происходит? Да, привет. Вы нас слышите, Полина? Да, здесь действительно сейчас много людей. Я нахожусь возле торгового комплекса «Бирюза», который находится за моей спиной. Несколько десятков человек сейчас находится там и развернули такие импровизированные плакаты, которые, видимо, только что сделали, только что написали. Там написано: «Власть, признай наши проблемы, начни действовать». Кроме того, слышались там уже и лозунги в духе, против мигрантов, Россия для русских и так далее. К сожалению, это повторяется. Что касается контингента, который сейчас собрался возле торгового комплекса «Бирюза», это потихонечку подъезжают уже машины на людях. Видимо, они после работы пришли, потому что до этого были в основном подростки и пенсионеры. Сейчас контингент меняется. Действительно, видимо, закончился рабочий день и подтягиваются все остальные. Кроме того, сейчас дорогу перекрыли сотрудники ОМОНа. Они говорили о том, что будут задержания только в том случае, если люди начнут перекрывать движение по этой улице, но пока такого не происходит. Кроме того, они контролируют толпу, пытаясь ее сдержать. Вот то, что сейчас видно на кадре. Да, и сегодня на овощебазе следователи провели обыск. Результаты уже известны. Да, действительно, проводили обыск. Результаты, к сожалению, официальные пока что никто не оглашал. Там задержали 1245 человек, если быть точными. В основном это выходцы из Таджикистана и Узбекистана. Что касается граждан других стран, как то Азербайджан, Турция или даже Сербия, есть и такие люди. Их в основном не задерживали, а оставляли в покое, просто проверяли документы. Всех остальных задержанных их развезли по разным ОВД. Сегодня я была и в ОВД Западного Бирюлева. Там действительно много людей, но их потихонечку уже разводят, проверяют документы, проверяют их причастность на совершение каких-либо противоправных действий и проверяют с точки зрения миграционной политики, все ли у них по документам в порядке. Ну, и кроме того, забыла еще важную вещь. Кроме того, сегодня было на овощебазе задержали машину якобы с деньгами и оружием. Что касается денег, не совсем понятно. Информации у нас, к сожалению, не было, ни официальной, ни неофициальный. Но вот что касается оружия, действительно, сегодня были задержания гражданина, у которого оружие, оно травматическое, хранилось в неподобающем виде. Пистолет лежал в бардачке, в то время как должен быть в кобуре и при человеке. Ну и по нашим данным, сейчас в Бирюлевской управе идет закрытое совещание. Оттуда есть какие-то данные, новости? Да, совещание должно было начаться буквально 5 минут назад. РБК, один из немногих телеканалов, если не единственный, кого туда пустили. Там находится другой наш корреспондент. Я надеюсь, что информацию получим немножечко позже. Действительно, в управе сегодня собирают местных властей. Я уже говорила о том, что сегодня развернули плакаты вот здесь, вот за моей спиной. «Власть, признай наши проблемы, начни действовать». Может быть, таким образом власть начинает действовать. Может быть, с сегодняшнего совещания, которое началось буквально 5 минут назад, а может быть, даже еще и не началось. Может быть, с этого момента полетят головы. Генпрокуратура обещала проверить чиновников на местах. Будем следить за развитием этих событий. Да, Полина, вы следите, а мы будем следить за вами. И если обстановка будет меняться, сразу будем вас вводить в прямой эфир. Это была Полина Ермолаева. Она работает в Западном Бирюлеве сейчас. А со мной в студии председатель общероссийского общественного движения «Таджикские трудовые мигранты» Карамат Шарипов. Добрый вечер. Добрый вечер. Благодарю вас за то, что вы приехали. Ну а на прямой связи с нами из студии в отеле «Арарат Хаят» депутат, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам национальностей Михаил Старшинов. Михаил Евгеньевич, я тоже вас благодарю и добрый вечер.
Добрый вечер. Надеюсь, он и будет таким. Ну, мой первый вопрос по традиции на удаленную территорию. Михаил Евгеньевич, известный экс-кандидат в мэры и участник русских маршей господин Навальный начал сбор подписей за введение виз со странами Средней Азии и Закавказья. Вы присоединитесь? Нет. Почему? Ну, на сегодняшний день мы считаем, что разговор на эту тему возможен, но введение виз не является актуальной мерой по наведению порядка в сфере миграционных процессов. И если говорить с государственной точки зрения, то нельзя рассматривать миграционные процессы в отрыве от других, в том числе глобальных мировых трендов, которые мы сегодня имеем, хотим мы этого или нет. Угу. Михаил Евгеньевич, вы сказали актуальные меры. Но вот события в Бирюлево показывают, что актуальные меры, которые применялись до сих пор, они также не актуальны, оказывается. Вы знаете, на мой взгляд, проблема как раз в том, что мер-то и не принималось. У нас, к сожалению, уровень безответственности ряда чиновников перешел все мыслимые и немыслимые пределы. Вот после того, как был избит сотрудник полиции на Матвеевском рынке, потребовалось вмешательство президента, а затем министра внутренних дел Российской Федерации для того, чтобы сподвигнуть товарищей на местах, так как назовем, к каким-то шагам по наведению порядка. Значит, на сегодняшний день, и судя по тому, что сказал министр, он и сам недоволен тем, как эти были мероприятия проведены, порядка навести не удалось, о чем он повторно сообщил своим коллегам, своим подчиненным, что либо они все-таки наведут порядок, либо вместо них будут наводить уже другие люди на их должностях. Вот сегодня, когда это был, по-моему, вчера вечером это был разговор, сегодня с утра мы видим, если я не ошибаюсь, там закрытый рынок, 1200 задержанных, и процесс идет. Возникает законный вопрос, что мешало сделать все это раньше? Это вы кому задаете вопрос? В первую очередь сотрудникам полиции, сотрудникам Федеральной миграционной службы и муниципальным властям, на территории которых находится, ну, в данном случае этот рынок или там плодовочная база, но на самом деле этот вопрос адресован ровно ко всем чиновникам, в должностные обязанности которых входит соблюдение общественного порядка, соблюдение, надзор за соблюдением миграционного законодательства, да, Михаил и Ильич, я вас понял. забота о повышении качества жизни граждан. Только вот некоторый дежавю возникает. Вот после событий на Матвеевском рынке вот точно такие же вопросы задавались и ставились перед теми же людьми и теми же организациями. Я с вами полностью согласен. Карман Бакоевич, вам вопрос. Актуальные меры, если мы уж будем отталкиваться от них, предлагались и, как скажем, из других источников и из другого стана. Вот, например, в 2008 году сопредседатель Совета муфтиев России Нафигулла Аширов предлагал начать строительство в российских городах ислам-тауны, районы для мусульман. По его словам, таким образом нацменьшинства смогут быть защищены от нападок экстремистов. Вот тогда это предложение было отвергнуто. Ну что по факту? Да. Южное Бутово уже считается среди москвичей анклавом выходцев из Средней Азии. Бирюлево то же самое, уроженцев Северного Кавказа. В Измайлове достаточно большая диаспора азербайджанцев, которые селятся возле рынков. Вот как вы относитесь к вопросу разделения территорий крупных городов по национальному признаку? Тоже ведь актуальная как бы мера, да? Люди будут знать, что вот в этот район лучше не ехать, потому как могут быть неприятности, не будет криминогенных овощных баз, ну и так далее. Ну, слишком поздновато, потому что распад советского государства в 1991 году
И первоначально выехали с тех стран беженцы. Там были, допустим, в Таджикистане гражданская война, последующие люди выехали, учитывая желательные доброотношения между Россией и Таджикистаном. Выехали все добровольно. И это все они выехали куда? Особенно в первую очередь в Москву. Потому что были поезда Душанбе, Москва, Куляб, Москва, Ленинабад, Москва. Это все приехали сюда. Именно и тут остались. И вот то, что они оставались здесь, потому что был самый крупнейший рынок был на территории, благодаря Лужкову, это Черкизон. Но на самом деле там же присутствовали практически все лидеры ОПГ. И в том числе господин Лужков был один из членов, сопредседателем партии «Единая Россия». Что нам скрывать в этом же? Он курировал, строил Москву. И доступ туда никто не имел. В том числе я не имел доступ на территорию этого рынка, хотя являлся лидером таджикской диаспоры с 2001 года. Последующие... Правильно ли я вас понимаю, да. что вы хотите сказать, что такие анклавы уже по факту Они были, а сегодня надо от них, получается, от них надо избавиться. Но избавиться это плохое слово. Надо более конкретной мере предпринимать. То, что сегодня власти делают, надо делать с национальными диаспорами. Диаспоры должны действовать с утра до вечера, а не по приезде президента, по приезде депутата. Должны работать с утра 24 часа в сутки. Достаточно, потому что масштаб. В Москве у нас 250 тысяч таджикистанцев. Это практически 28 рынков. Это практически автобазы, системы автомойки. Эти люди спят в тех условиях, которые даже в годы Великой Отечественной войны люди так не жили в концлагерях же. Мы против того, что сегодня происходит. Мы за именно вызов, который трудовая вызов. Если этого не предпримем, не то, что Россия сегодня в таком положении находится, или Москва находится в таком положении, мы прекрасно понимаем, что это спасение двух народов. Народов России, народов Таджикистана. Спасение в чем? Спасение в том, что отношение, лицо сохранит. Сохранить. Смотрите, что происходит. Толпа народа. Все рынки обеспечены, ну, то, что хорошими огнестрельными оружиями. И потом все, я садовод возьму все. Люди стоят и с автоматами, с другими. ЧОП это руководит. Когда вошли туда, именно русскоязычные, так называемые, славяне наши ребята, и оттуда вытаскивали не русского, не знаю, или киргиз, таджика, и пинали все вместе. Он же никого не убивал. Он прибыл сюда с добрыми пожеланиями. И, к большому сожалению, мы сегодня еще видим, что вид человека дает, чтобы, как будто это люди приехали грабить Россию. Так они миллиарды оставляют. Только Таджикистан оставляет 30 миллиардов долларов в России. Вот к этому моменту мы сейчас вернемся. Я сейчас вопрос еще один Михаилу Евгеньевичу задам. Скажите, Михаил Евгеньевич, по-вашему, нам мигранты нужны в принципе или, по крайней мере, в таком количестве? Вот по последним статистическим данным, москвичи стали приходить на те рабочие места, которые считались мигрантскими раньше. Может, это вследствие некоторых последних инициатив ужесточения какого-то в мигрантском законодательстве или исполнения этих ужесточений? И если так и дальше пойдет, это не миф вообще, что без мигрантов и гастарбайтеров нашей экономики не подняться? Я могу в своих размышлениях опираться только на данные статистические и исследования социологов, которые говорят о том, что на период до 30 года, если я не ошибаюсь, примерно 10 миллионов рабочих рук понадобится российской экономике. Поэтому, конечно, мы заинтересованы в мигрантах, они нам нужны. Это некая данность, с которой спорить просто бессмысленно. Более того, я все-таки подозреваю, что подавляющее большинство тех иностранцев, которые находятся на территории Российской Федерации, здесь находят возможность заработать себе и своим родственникам на кусок хлеба. Поэтому лишний раз мы подтверждаем, что запрос рынка на иностранную рабочую силу существует. Ну, мы продолжаем обсуждать прошедшие события в Бирюлево и настоящие, кстати. Вот только что пришли срочные новости. По нашим данным, к торговому центру «Бирюза» призывают прийти всех желающих с формулировкой «Сегодня здесь что-то будет». Я напомню, там работает сейчас наш корреспондент Полина Ермолаева. Она следит, держит руку на пульсе. Итак... В России очень много сейчас критикуют власти за то, что они запускают в страну такое огромное количество мигрантов. Но и не секрет, что в основном это люди малообразованные, по сути, неграмотные, можно так, наверное, сказать, да? Не знающие ни традиций коренных жителей здешних, ни правил поведения, в особенности в мегаполисах. Вот можно ли так сказать, что им наплевать на то, о чем думает
на то, о чем думают и как живут здешние люди здесь. И вот с чем они приезжают сюда, вот мне непонятно, какая цель главная? Смотрите, мы находимся в феодальном строе. Я не говорю, у нас Россия феодальное государство. Мы находимся в феодальном строе, потому что рабы приезжают из Средней Азии. Тогда до 17 года там рабовладельческий строй был. До феодализма даже не приходили. И эти люди были 70 лет в составе советского государства. Они ничего, может, хорошего получили, наше поколение. А предыдущее, последующее поколение, они практически остались без образования. Они прибыли куда? В Россию. Надо было одновременно им работу предоставить и одновременно заставить, чтобы они учились здесь. Надо было требовать у работодателей. Такая программа у нас была тогда же. Обязательно заставить работодателей, чтобы помимо того, что трудоустроить, и требовать от них соответствующие знания. С какой целью они приезжают? Получить денег, уехать обратно. Они же не собираются ассимилироваться. В России нет, допустим, трудовых мигрантов из прибалтийских государств. Они не приезжают, не желают. Там считаемся более цивилизованных стран, как считаем европейские. У нас Россия евроазиатские государства. Люди приезжают из Средней Азии по одной цели. Надо прокормить свои семьи. Другого выхода у них нету. То, что было создано в советском государстве, это было централизовано благодаря Москве. Сегодня практически так и получается. Мигранты находятся в России, в Таджикистане, в России. Они кормят сегодняшнее правительство или свой народ. Тогда же кормили при генсекретарь, получается, генеральный секретарь. Поэтому у нас вывод единственный. Если мы сможем спасти наше лицо, обратно возвращая к нашему вопросу, это введение вызова для трудовой миграции. Остальные, как приехали, пускай приезжают. Но это нам даст шанс. Нам шанс даст, что вот то, что сегодня мы говорим, достаточно уже хватит. Столько можно уже. Практически мы 15 лет, последних лет оскорбляем простых детей, которые остались благодаря нашей отсидели. Это даст шанс вам, а вот какой шанс это даст нам? Абсолютно Россию даст большой шанс. Потому что, во-первых, если вы за режим, это в первую очередь спад идет наркотиков. Сразу спад уходит. То, что поставлено, сегодня человек получает ту же дозу или тот же объем переброса наркотиков из Афганистана через Таджикистан, через Узбекистан в Россию, он должен вызов получить в течение 15 дней. А караван не будет идти, это будет остановлено. Другая сторона, чтобы это вопрос, люди будут приезжать, уже знают, кому приехать. И национальные диаспоры должны плотно работать с нашими властями. И в регионе, и в том числе, особенно в Москве. Хорошо, я понял. Михаил Евгеньевич, и вам последний вопрос. А при чем здесь вообще мигранты? Вот в случае с убийством Бирюлева, с разбитой головой на оперативника на Матвеевском рынке, ну и других резонансных преступлений, которые вызвали массовые протесты и бунты? Ну, здесь в первом случае прямой связи нет, во второй, может быть, ее тоже нет, не будет, если это окажется не приезжий гражданин, который совершил убийство. У нас, к сожалению, и собственных хватает преступников. Вопрос в другом, что перегрета в целом обстановка в обществе, и люди требуют совершенно справедливо от властей наведения порядка в сфере администрирования, в том числе миграционных и межнациональных отношений. Только жесткое полицейское администрирование, придание дополнительных функций Федеральной миграционной службе, дополнение в законы Российской Федерации и действенная, эффективная работа местных органов власти приведут к исправлению ситуации. Все остальное – это различного рода демагогия. Я благодарю вас, господа, за участие в этом эфире. Я напоминаю, что у нас в студии был представитель общероссийского общественного движения «Таджикские трудовые мигранты» Карамат Шарипов. Еще раз благодарю за то, что вы приехали. Спасибо. И на прямой связи с нами из студии в отеле «Рарат Хаят» депутат, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальности Михаил Старшинов. Михаил Евгеньевич, я также вас благодарю. Мы, с вашего позволения, пойдем дальше. Покровскую овощебазу пока закрывают на 5 дней, но глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко намерен ликвидировать ее навсегда. По его словам, там нашли достаточно нарушений, чтобы идти в суд. Помимо нее в столице 23-24 оптовые продовольственные базы, как заявил в интервью МК Владимир Малышков, много лет возглавлявший городской департамент торговли. По его словам, ведомство не обладает полномочиями проверять эти базы, но именно Покровскую называют крупнейшей не только в Москве, но и в России. Ее совладелец ЗАО «Новые Черемушки», как нам сообщили в управе, общается с ними исключительно по телефону и факсу. Организация сдает склады торговцам. Как писал журнал «Большой город», оборот торговли на базе, по некоторым оценкам, превышал 9 миллиардов долларов в год. И по данным издания, эта торговая точка давно стала причиной конфликтов между различными ворами в законе. Каждый из них пытался взять над ней контроль, в результате чего база неоднократно меняла своего владельца
владельца. И вот по некоторым данным, основные владельцы сейчас это сводные братья Алисхабаб Гаджиев и Игорь Исаев из Дагестана, а почетным президентом на сайте значится летчик-испытатель Магомед Толбоев.